Салам алейкум, хурматли милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о часе X, который рано или поздно настанет. Скорее всего, рано, чем поздно. О том, как нам действовать в этот час X. Кто-то называет эти события большой смутой. Но в любом случае, это будут кардинальные изменения в стране. И когда наступит этот час X, нам необходимо будет захватить власть, каждый в своем регионе, каждый в своей республике. Я буду говорить именно о республике Башкортостан, но тот план, который я набросал, я считаю, что он универсальный, он подходит и для других национальных республик, для других регионов, так что каждый может будет применять его для себя. План действий в час X Республики Башкортостан. Я буду читать и комментировать одновременно. Право на восстание, с латинского «jus resistendi», также известно как право на сопротивление угнетению, право на революцию. В политической философии право граждан любыми средствами, вплоть до вооруженной борьбы, замечу, до вооруженной борьбы, защищать свои права и свободы от узурпаторов, относится к естественным правам, то есть не требует подтверждения нормами позитивного права. То, что у нас власть узурпирована в стране, я думаю, что ни для кого это не секрет, никому это не надо доказывать. Путин сидит во власти уже 23 года и не собирается уходить, не собирается ее никому отдавать. Расставил на ключевые посты во всех регионах, во всех национальных республиках своих людей. Соответственно, можно сказать также, что и в других регионах, и в национальных республиках, в том числе и в Республике Башкортостан, власть узурпирована. Мы не можем избрать себе своего представителя, мы не можем выдвинуть своего кандидата, потому что его либо посадят, либо просто не допустят до выборов. Поэтому наша власть в Республике Башкортостан точно так же узурпирована, и мы не видим другой возможности ее, скажем, прийти к власти, как не захватив ее. Но у нас сам Ради Хабиров, сегодняшний глава Республики Башкортостан, говорил о том, что власть надо захватывать. Но всегда власть определенной большой группы людей, за которыми стоят большая группа людей, захватывается. Поэтому там идет жесткая борьба, ты должен быть готов. Ну что ж, мы будем действовать именно так. Будем захватывать, потому что власть, еще раз говорю, узурпирована. Когда наступит час X и как мы должны понять, что он наступил? Час X наступит в тот момент, когда в Москве наступит коллапс власти вследствие. Первое. Смерти Путина. Ни для кого не секрет, что Путин это не молодой человек, ему уже 70 с лишним лет, достаточно пожилой. Есть идут разговоры о том, что он болеет, очень сильно болеет, живет на очень сильных таблетках. И скорее всего, что в любом случае он долго не проживет, так как этот человек не оставил после себя никакого преемника и, видимо, не собирается оставлять. Поэтому, как говорил Володин... Не нефть и газ наше преимущество, как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество Путин, и мы его должны защитить. Спасибо. Россия это и есть Путин, да? Путин это и есть Россия. Нет Путина, нет России. Поэтому действительно это правда. Как только Путин умрет, все посыпется. И тут же как раз тогда и наступит час X. Конечно, этот первый пункт, то, что час X наступит только после смерти Путина, это, конечно, самый худший вариант, чтобы нам придется ждать, когда он умрет. Может это произойти очень быстро, а может произойти это очень долго еще. Могут его там поддерживать. Его в любом случае будут пичкать самыми лучшими лекарствами, за ним будут следить самые лучшие доктора в мире, потому что те люди, которые находятся вокруг него, которые кормятся от него, которые зависят от него, от нахождения его во власти, они все будут молиться и лелеять Путина, чтобы он лишь бы как можно дольше жил, потому что не будет его, не будет и их. Итак, как я сказал, первый пункт – это смерть Путина. Второй пункт – это государственный переворот, смещение Путина и захват власти. Мы все прекрасно знаем, что многие элиты страны недовольны тем, что происходит сейчас в стране, недовольны этой войной начавшейся, недовольны тем, что Россия сейчас страна-изгой, что многие не могут попасть за рубеж, вести свои бизнес-дела, теряют огромные убытки, что страна сейчас признана спонсором терроризма, Путин сам находится в розыске, выдан на него орден на арест. Никому это не нравится, элитам, еще раз говорю, и чиновничьим элитам, и бизнес-элитам. Поэтому вполне возможно может найтись группа людей, который совершит переворот. Мы видели по Пригожину, по бунту Пригожина, что это происходит очень быстро. Когда они совершат этот переворот, тоже наступит час X.
Почему? Потому что, скорее всего, другие регионы, главы регионов, которые все были посажены теми или иными людьми от разных кланов, властных кланов, да, от башен Кремля так называемых, кто-то признает, кто-то не признает эту группу лиц, которая совершит переворот. И вот здесь точно так же, вновь говорю, наступит час X для нас. Третье – это революция. Это когда народные массы по всей стране выйдут на улицы. Может это начаться в любом месте. Ну, вполне возможно, скорее всего, в Москве начнется. И сметут действующую власть. Это тоже наступит час X для нас, для всех. Что это будет, скажем так, знаком действовать. Ну и четвертый пункт – это другие непредвиденные обстоятельства, которые создадут коллапс власти. Ну тут может быть, как форс-мажорное обстоятельство, может все произойти, да? Там огромное сильное землетрясение, которое потрясет всю страну, там, допустим, или вдруг НАТО вступит в войну точно так же, да, и резко захватит там и Москву, и Санкт-Петербург, и все ключевые города, все ключевые военные базы и так далее. Ну, в общем, другие непредвиденные обстоятельства. Вот эти 4 пункта, если наступят, тогда наступит и час X. Мы поймем это тогда, когда до нас дойдет информация о произошедшем событии, перечисленном мною в одном из пунктов. Новость придет сперва из одного источника, затем она будет расти, как снежный ком, из разных других источников, независимых средств массовой информации. А властные структуры и пропагандисты будут хранить молчание первое время, так как будет непонятно, на кого из претендентов во власть делать ставку, ну и вообще что делать. Мы прекрасно видели это на примере бунта Пригожина, когда властные пропагандисты молчали, вообще не выходили в эфир, не комментировали действующие события. Многие главы регионов молчали, в том числе и Ради Хабиров, он там высказался, по-моему, только после обеда, когда уже полдня прошло, потому что боялся что-либо сказать такое, за которое потом бы ему прилетело. Возможно. И здесь то же самое. Люди будут бояться, не понимать, будут ждать указаний от своих шефов, которые сидят в Москве. Находящиеся во власти в регионах и национальных республиках губернаторы и главы, они все посажены башнями Кремля, этими кланами властными. У всех разные, скажем, влияния, да, у этих олигархов, у этих чиновников, крупных чиновников в Москве. У всех есть свои люди в разных регионах, в разных республиках. И эти главы, эти губернаторы, они все полностью зависят от своих хозяев из Москвы. И без их приказа они не будут предпринимать каких-либо действий. Но есть исключения, конечно же. Есть исключения. Исключения эти, как на мой взгляд, это первое, это Рамзан Кадыров, конечно же. Он ни от кого не зависит, ни от каких кланов, ни от каких башен Кремля. Он был непосредственно посажен во власть именно Путиным. И после его смещения или после его смерти он будет действовать так, как он будет считать нужным. И то же самое, я считаю, что то же самое касается и Рустама Минниханова, главы Республики Татарстан. Он точно так же был преемником Минтимира Шаймиева, первого президента Республики Татарстан. Вокруг него объединены элиты Татарстана. Минниханов не зависит ни от каких-либо башен в Кремле, ни от каких-либо шефов из Кремля. Точно так же он был зависим только от Путина. И как только Путина не станет, соответственно, он точно так же будет освобожден от каких-либо обязанностей перед Москвой и будет действовать так, как он будет считать нужным. Все остальные губернаторы, все остальные главы – это зависимые, еще раз говорю, от Москвы люди, от тех людей, которые находятся в Москве, и будут ждать указаний. Вот и в этот очень непродолжительный момент, который наступит, когда еще раз говорю, произойдет одно из 4 событий, и будет тем временем, когда нам необходимо будет действовать быстро и решительно, то есть захватывать власть. Первый пункт, как все это делать нам, какой порядок действий, называется «Выход граждан республики на улицы и решение парламента». Самый правильный, бескровный и легитимный шаг, который можно сделать гражданское общество на пути к обретению независимости, это массовый выход граждан Республики Башкортостан на улицы с требованием выхода республики из состава России и обретения ею полного суверенитета. Запрос общества должен быть направлен не в сторону Москвы, прося у них пустить их, да, а в сторону своих избранных действующих депутатов Госсобрания Курултай, это парламент Республики Башкортостан, которые имеют такие полномочия, да, принять решение о независимости Республики Башкортостан. Учитывая то,
что, скорее всего, депутаты башкирского парламента будут против, так как многие из них были посажены в депутатские кресла с помощью коллаборационной власти, вот этой вот хабировской, да, или вообще по прямому указанию из Москвы, то здесь гражданскому обществу Республики Башкортостан надо будет действовать решительно. Итак, первое, что необходимо нужно будет делать, это создать Координационный совет Республики Башкортостан. Название может быть любое, я называю так, Координационный совет Республики Башкортостан, где соберутся лучшие люди Республики Башкортостан, лучшие представители гражданского общества, лидеры общественного мнения, уважаемые, авторитетные люди. Создадут вот этот Координационный совет, изберут председателя и начнут действовать. Если депутаты, да, вот, то есть первое действие, это нужно всех собрать депутатов в Госсобрании Курултай, да, в башкирском парламенте. Для того, еще раз говорю, чтобы они приняли решение, проголосовали за независимость Республики Башкортостан. Приняли акт о независимости или декларацию о независимости. Если депутаты будут против и не захотят собираться на внеочередное экстренное заседание по вопросу принятия решения об обретении независимости Башкортостана, то активистам необходимо в таком случае будет силой забрать их из собственных домов и принудительно доставить в здание парламента. Нельзя ни в коем случае уходить с улиц и от здания парламента Госсобрания Курултай, пока решение о независимости Башкортостана не будет принято. Нужно будет постоянно давить морально, психологически на депутатов до тех пор, пока депутаты не сделают то, что требует гражданское общество. Достать всех, чтобы был кворум, достать всех депутатов, вытащить их из нор, потому что вот в час X они все попрячутся. Достать всех из дачи, их вилл, где они разъедутся по всем районам, оттуда вытащить, привести насильно, собрать их и заставить проголосовать. Нельзя повторять ни в коем случае ошибки московской и белорусской оппозиции, делить протесты по дням, по выходным, переносить их на выходные, да, действовать как украинский Майдан, стоять круглосуточно до тех пор, пока не будет принято решение башкирских депутатов. Еще раз говорю, ни в коем случае не повторять ошибки белорусской, особенно оппозиции, это московской оппозиции 2011 года, когда пошли на переговоры с властью, когда там решили там днем работаем, вечером выходим, когда собираемся только по выходным дням. Будут такие люди, которые будут пытаться вот так вот манипулировать, уводить протест в сторону. Ни в коем случае действовать четко, жестко, решительно. Этот вариант развития событий, а именно вот принятие решения о независимости Республики Башкортостан парламентом, башкирским парламентом, это самый бескровный, который самый мирный вариант развития событий. Этот вариант развития событий позволит обойтись всем нам без лишних жертв и разрушений, а также очень быстро принесет легитимность обретению независимости Республики Башкортостан. Это, как я сказал, это самая лучшая модель развития. Второй вариант развития событий – Координационный совет национальных и либеральных сил Республики Башкортостан, Всебашкирский республиканский ЕИН, Национальное временное правительство Республики Башкортостан. Итак, если по разным причинам не получается реализовать выход из состава России и обрести независимость через решение депутатов Госсобрания Курултай, то тогда надо будет действовать более радикально. Итак, как я уже сказал, Координационный совет, который будет собран из лидеров национальных либеральных сил Республики Башкортостан, он в первую очередь должен что будет сделать? Делается заявление, вот этот Координационный совет делает заявление во всех доступных информационных ресурсах, во всех средствах массовых информации, которые будут доступны, да, о том, что правительство Республики Башкортостан, правительство Радия Хабирова, ну или другая республиканская коллаборационная власть, которая будет на тот момент, ну, допустим, что уже Хабирова не будет, будет там какой-нибудь Табуреткин там, да. Так вот, любая коллаборационная власть в Республике Башкортостан объявляется антинародной и незаконной и подлежит немедленному аресту. Еще раз говорю, аресту сразу же. До суда. В заявлении также говорится о том, должно быть говориться о том, что вся полнота власти в Республике Башкортостан переходит к Координационному совету Республики Башкортостан. Одновременно с этим выпускаются на свободу все политические заключенные, объявляется свобода слова, демократия, гласность. Комитет Башкирского национального движения за рубежом должен поддержать
Созданный Координационный совет Республики Башкортостан. Как мы знаем, у нас действует сейчас комитет Башкирского национального движения за рубежом, который борется за независимость. Как только произойдет час X, они делают заявление о том, что они поддерживают заявление Координационного совета Республики Башкортостан. Ну и сразу же, конечно же, нам всем, а именно вот мне тоже, да, и моим соратникам здесь за рубежом, нужно будет выехать в Республику Башкортостан, чтобы добиться независимости Республики Башкортостан. Дальше. Рассылаются указы Координационного совета Республики Башкортостан во все районы Республики Башкортостан о формировании временных сельских, районных и городских органов власти, подчиняющихся Координационному совету Республики Башкортостан. Вот все эти события, имеется в виду создание Координационного совета, ну вот убрали вариант о том, что с депутатами не получилось, да? Координационный совет, еще раз говорю, берет власть, всю полноту власти в свои руки, рассылает указы, арестовывает Ради Хабирова, ну вообще действующую республиканскую власть от Путина, которая. Все это необходимо будет сделать в течение 1-2 суток. Нужно будет делать очень быстро, не спать сутками, круглые сутки, работать, работать и работать, чтобы как можно быстрее установить контроль над всей республикой. Следующий пункт, следующий ход действий. Координационный совет Республики Башкортостан объявляет дату проведения Всебашкирского республиканского ЕИНа. ЕИН – это съезд, это сход, это вече, да, у русских есть такое понятие, всех народных сил Республики Башкортостан. Итак, вновь сформированные сельские районные центры и городские органы власти проводят в райцентрах и городах Республики Башкортостан свои собственные ЕИНы, где выбирают своих делегатов на Всебашкирский республиканский ЕИН. Те районные города, которые к дате проведения Всебашкирского республиканского ЕИНа не изберут и не пришлют своих делегатов, те автоматически будут подчиняться решениям Всебашкирского республиканского ЕИНа, который пройдет без их участия. Ну, допустим, какой-то город, допустим, город Кумертау, отказался там присылать своих делегатов на Всебашкирский республиканский ЕИН. Всебашкирский республиканский ЕИН пройдет без их участия, примет какие-то решения, и город Кумертау вынужден будет подчиняться этим решениям. Поэтому лучше принимать участие во Всебашкирском республиканском ЕИНе. Следующий пункт. Всебашкирский республиканский ЕИН, то есть вот я говорю последовательно, как, что, зачем должно следовать. Итак, Всебашкирский республиканский ЕИН, который соберется, избирает и утверждает национальное временное правительство Республики Башкортостан. Тем самым у национального временного правительства Республики Башкортостан будет легитимность в принятии всех последующих решений, потому что данное временное правительство будет избрано всенародно, на всенародном собрании, на всенародном ЕИНе. То есть, вот как только избирается временное национальное правительство Республики Башкортостан, все, Координационный совет, получается, свои полномочия передает уже временному правительству. Ну и сам уже ликвидируется. И вся полнота власти остается у национального временного правительства. Временного правительства, еще раз говорю. Так вот, с момента объявления о проведении Всебашкирского республиканского ЕИНа и до его проведения, до избрания, да, национального временного правительства на этом ЕИНе должно пройти не больше 10 дней. То есть огласили о том, что вот такого-то числа пройдет Всебашкирский республиканский ЕИН. И до времени его проведения должно пройти 10 дней. То есть, еще раз говорю, это нужно действовать очень быстро. За эти 10 дней, еще раз говорю, нужно будет во всех районах, во всех районных центрах, сельских поселениях, городах, чтобы прошли свои ЕИНы, съезды, да, по-русски, где будут избраны делегаты на этот Всебашкирский республиканский ЕИН. Должен собраться Всебашкирский республиканский ЕИН, который изберет временное правительство Республики Башкортостан. Все это должно произойти за 10 дней. Почему так быстро нужно действовать? Потому что, чтобы пока власть в Москве не очухается, не начнет действовать, не начнет через своих вот этих вот ватников, через своих имперцев, которые здесь расположены в Республике Башкортостан, живут, действуют. Сказал. Шалит, да? Про путинские силы вот эти, прорашистские силы, как я их называю, чтобы они, пользуясь поддержкой из Москвы,
не начали перехватывать власть. Поэтому мы должны успеть быстрее это сделать все. 10 дней. Следующий пункт, следующее действие. Национальное временное правительство Республики Башкортостан, которое избрано на Всебашкирском республиканском единении, первым же указом объявляет Республику Башкортостан независимым государством с республиканской формой правления. Объявляется о запрете на территории Республики Башкортостан всех российских политических партий и объявляет о формировании гражданами Башкортостана республиканских политических партий. То есть все федеральные партии, которые сегодня есть, Единая Россия, коммунисты, Справедливая Россия, ЛДПР, новые люди, они все запрещаются на территории Республики Башкортостан, ликвидируются и начинают формироваться республиканские партии. По различным политическим взглядам формируются политические партии, которые будут принимать участие в уже политической жизни Республики Башкортостан и будут влиять на нее. Национальным временным правительством Республики Башкортостан назначается дата республиканских выборов в парламент Республики Башкортостан как новой официальной власти. С момента объявления даты выборов в парламент Республики Башкортостан до начала самих выборов должно пройти не более 3 месяцев. То есть за 3 месяца новое временное правительство Республики Башкортостан объявляет дату выборов такого-то числа, должны пройти выборы в Госсобрание Курултай Республики Башкортостан, в парламент, да? И, как я сказал, формируются политические партии республиканские, которые начинают агитировать граждан Республики Башкортостан, привлекать их в свои партии, рассказывать о своих программах, о том, как они видят будущее Республики Башкортостан, и тем самым участвовать в политической жизни. Как только партии будут готовы участвовать в выборах Республики Башкортостан, выборах в парламент, через 3 месяца, получается, эти выборы должны пройти. То есть эти партии, республиканские партии, они должны рассказать о своих целях, о своих задачах, как они видят, рассказать, еще раз говорю, о своих программах, познакомиться со своими лидерами. В общем, должна начаться настоящая политическая жизнь в Республике Башкортостан. Следующий пункт. Вооруженные силы Республики Башкортостан и органы правопорядка. Для того, чтобы проводить в действие решения Координационного совета Республики Башкортостан, я возвращаюсь вот к самому началу, да, когда еще Координационный совет Республики Башкортостан. Для того, чтобы проводить в действие решения Координационного совета, у его членов в первую очередь должен быть авторитет среди населения Республики Башкортостан. То есть в Координационном совете Республики Башкортостан должны быть уважаемые и авторитетные люди, которые заслужили свой авторитет служению своему народу. Также у Координационного совета Республики Башкортостан должны быть свои вооруженные силы, на которые этот совет должен опираться. Координационному совету Республики Башкортостан необходимо будет сделать обращение к гражданам республики, чтобы они вступали в отряды самообороны со своим оружием, которое у них имеется на руках. Те мужчины и парни, которые уже сейчас находятся в национальном сопротивлении, а такие есть, они сейчас в подполье, а также те, кто поддерживает идею независимости Башкортостана, должны ради нашей единой цели быть готовыми оставить на время свои дома, свои семьи и поступить в распоряжение Координационного совета Республики Башкортостан, а после в распоряжение Национального временного правительства. В первую очередь необходимо будет, какие вот действия нужно будет в первую очередь произвести. Итак, в первую очередь необходимо будет арестовать Ради Хабирова и его приближенных, ну или тех, кто будет на тот момент возглавлять республику. Затем необходимо будет взять под полный контроль столицу Республики Башкортостан, город Уфу. Необходимо будет захватить здание правительства Республики Башкортостан, мэрию города Уфы, все административные здания, аэропорт обязательно, чтобы контролировать взлеты и прилеты авиации, да, чтобы никто не смог улететь, покинуть Республику Башкортостан, и никто не смог здесь приземлиться, там, на какой-то десант, допустим. ЖД вокзалы, соответственно, то же самое. Телецентр обязательно. Все банки, чтобы все финансы находились в руках Координационного совета. Здание ФСБ и все находящиеся там архивы. Это в первую очередь необходимо будет захватывать, потому что те архивы, которые там расположены, они очень важны. И они должны быть опубликованы, чтобы весь народ Республики Башкортостан, все общество познакомилось с тем, что там хранится. Все здания отделов полиции должны быть захвачены. СИЗО. Все воинские части, расположенные в Уфе и Уфимском районе, а также по всей Республике Башкортостан. Взять под контроль все въезды и выезды в столицу, в Уфу, установив блокпосты. Одновременно со столицей
брать под полный контроль необходимо сразу же, одновременно, чтобы это все происходило, все райцентры и города Республики Башкортостан. Федеральные трассы под полный контроль, въезды в республику, координируя совместные действия между собой, да. Все это, я еще раз говорю, это должно подчиняться Координационному совету Республики Башкортостан. Дальше некоторые важные дополнительные пункты, которые вот именно для Республики Башкортостан важны. Необходимо, во-первых, действовать максимально бескровно, убеждать в том, что российские, а вместе с ним республиканская коллаборационная власть пала, что вся полнота власти теперь переходит к народу Республики Башкортостан в лице ее представителей. В случае отказа подчиняться, применять силу. В случае оказания сопротивления уничтожать физически. Здесь, я еще раз говорю, не до сентиментальности, действовать надо будет жестко и решительно. Все национальные и общественные силы, находящиеся в республике, должны отбросить все свои распри и взаимные обиды, чтобы объединиться с единой целью – обретения независимости Республики Башкортостан. Основной штаб Координационного совета Республики Башкортостан должен располагаться, я считаю, что в мэрии города Уфы, на горсовете, а не в здании правительства. Почему я так считаю? Дело в том, что здание правительства Республики Башкортостан, так называемый Белый дом, он расположен на Тукаева 46, он находится на краю города. На краю города, в очень уязвимом месте, приперт к обрыву, и его очень легко блокировать. Достаточно захватить 3-4 врагам, я имею в виду, да, достаточно захватить 3-4 квартала близлежащих, и все, здание правительства Республики Башкортостан на Тукаева 46 будет заблокировано. Поэтому располагаться там Координационному совету, я считаю, не стоит. Достаточно там оставить отряд вооруженный, чтобы он контролировал это здание, а самим переходить именно в мэрию города Уфы, горсовете на проспекте Октября, и оттуда уже руководить действиями. Потому что сама мэрия расположена центрально в центре города, да, территориально в центре города расположена. Очень удобно руководить всем городом. Координационному совету Республики Башкортостан до созыва Всебашкирского республиканского ИИНа и избрания национального временного правительства во избежание коллапса необходимо обеспечить бесперебойную работу всех социальных служб, медицинских служб, МЧС, органов правопорядка, работу СИЗО. Почему работу СИЗО необходимо обеспечить? Потому что помимо того, что в СИЗО сидят не только политические заключенные, также сидят там очень много уголовников, которые не должны выйти на улицу в час Х. Наступит большая смута, наступит революционная ситуация. И этим, конечно же, попытаются воспользоваться уголовники, попытаются выйти. Если сразу же такая масса уголовников выйдет на улицу, то начнутся беспорядки, скорее всего, начнут мародерствовать. Мы не должны этого допустить. В республике все должно быть спокойно, под контролем. Мы не должны повторить тех ошибок, как, на мой взгляд, которые произошли в Казахстане в 2022 году, в январских событиях, когда восстали жители, да, и мародеры воспользовались вот этим моментом, начали грабить там магазины, дома, ювелирные центры, там торговые центры и так далее. Вот этого нельзя допустить ни в коем случае. Поэтому, еще раз говорю, СИЗО должны функционировать, работать, чтобы все уголовные элементы находились там. Ну и в конце, вот эти события, которые я сейчас описал, как действовать, план действий, вот это нам все нужно будет сделать очень быстро, еще раз говорю, и решительно. Многие могут, наверное, сказать, что вот этот вот план действий, который я здесь опубликовал, который я здесь зачитал, рассказал, что этим планом действий я раскрываю все наши планы перед врагами нашими, да. Но то, что здесь вот написано, это общеизвестные факты. И любой человек, который знаком с историей, с политикой, знает, как захватывается власть. И, конечно же, это не секрет и для действующей власти, которая сегодня управляет Республикой Башкортостан, ну и вообще всей Россией. Поэтому для них это не секрет. А вот те люди, простые люди, которые не интересуются политикой, не интересуются историей, но в час Х захотят принять участие в том, чтобы сделать Республику Башкортостан свободной и независимой, а вот они не знают, как действовать. И вот именно для них и рассказывалось, вот это здесь рассказывается о том, как действовать, что делать
и что предпринимать в час X во время большой смуты. Также в случае, если с помощью репрессий действующая коллаборационная республиканская власть нейтрализует всех известных и авторитетных лидеров общественного мнения, а сделать она это может в любой момент, то я лично считаю, я в этом уверен даже, что найдутся ранее неизвестные лидеры из народа, которые поднимут упавшее знамя свободы и, пользуясь данной инструкцией, понесут ее в массы. Мы знаем, что в тяжелые времена, в революционные события, когда происходят, появляются новые лидеры из народа. И вообще не факт, что, допустим, сегодняшние известные общественные деятели, национальные деятели Республики Башкортостан, что не факт, что они возглавят, да, эту борьбу за независимость. Возможно, что ее возглавят те люди, которых мы вообще не знаем. Так что, иншаллах, я пожелаем успеха всем нашим действиям в час X. Я уверен, что у нас все получится, и Республика Башкортостан будет свободной и независимой. Всем до свидания. Комментируйте, ставьте лайки, распространяйте это видео, если вам понравилось. Пообсуждаем, подискуссируем. До свидания, до скорых встреч.